благочестия в жертве потому что среди мирного населения всего просто 20 человек расстреливают в годы оккупации именно так мы символизируем преемственность и отдаем память всем мирным жертвам отечественной оккупации. То есть вас, как жертв, непосредственно боевых условий. У него в прямом эфире, быстрее, пожалуйста. Мы специально живое поле тем самым мы определяем своеобразную преемственность с тем, чтобы молодежь, которая посещает непосредственно данный комплекс, чтобы они, когда будут проходить, конечно же, имеют остановиться, задумываться, прочитать еще раз имена всех героев, которых сегодня в этом смысле всегда места четверо были удостоены высоких званий героев. К сожалению, есть посмотрим. И вот буквально назад мы потеряли достаточно поляну, который тоже был связан с Стасовским войной служения. Родители, к сожалению, в первом месяце отечественной войны не удалось они просто жестоко и убивал да. Здравствуй, мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли, этот день мы приближали, как могли. Этот день Работы все начались в конце прошлого года, на самом деле, С праздником! я бледнее.
собой не позвала, о смуглянке молдаванке часто думал по ночам. Вдруг свою смуглянку я в отряде повстречал. Раз кудрявый, клен зеленый листвой. Здравствуй, парень, мой хороший, мой родной. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раз кудрявый листвой.
Торжественная церемония открытия мемориального комплекса погибшим в Великой Отечественной войне 1941-45 годов и в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93 годов объявляется открытым. Слово предоставляется главе села Гумиста Сухумского района Чхеидзе Ливану Вячеславовичу. Здравствуйте, дорогие гости, ветераны. Мы сегодня собрались на открытии памятника, который является стабильностью нашей стойкости. Пусть мы и наши дети помнят, что, извините, пусть наши помнят о защите нашей Родины. Спасибо ветеранам, павшим на защите нашей Родины. Спасибо. Слово предоставляется председателю армянской общины Республики Абхазия Минасяну Алику Арутюновичу. Уважаемый Бадра Зурабович, Беслан Владимирович, Михаил Александрович, дорогие друзья, в преддверии Дня Великой Победы мы собрались в селе Гумиста Сухумского района, чтобы еще раз воздать дань уважения защитникам Родины, нескольких поколений жителей Абхазии. В начале 90-х с судьбой нам выпало познать, что такое защищать Родину, так, как делали это наши деды. В этом особый символ сегодняшнего торжества, мероприятия. Мы открываем мемориальный комплекс в честь героев, покрывшись себя неведомой славой защитников Отечества. В
годы Великой Отечественной войны и современников, которые вошли в ряды добровольцев в период Отечественной войны народа Абхазии. В 1941 году на фронт ушли сотни гумистинцев. Многие героически сражались, сложили головы и не вернулись к родным очагам. Среди них один из 20 героев Советского Союза, выходец из нашей республики, Арутюн Хачикович Шаклян. Его именем названа сельская школа, а во дворе учебного заведения установлен бюст прославленного земляка. Воспитанные на примерах подлинного мужества своих старших, местные жители достойно сражались уже в период нашей войны. К сожалению, фашизм повторился и был особенно жесток в этих местах. Более 30 жителей записались в абхазское ополчение и достойно сражались в разных подразделениях нашей армии. Не обошлось без потерь. Родина по достоинству оценила вклад гумистинцев в победу над оккупационными силами. Многие награждены орденами, медалями, а 4 сельчан за заслуги стали героями Абхазии. В наши дни, когда свирепствует неонацизм на Украине, за правду и справедливость вместе с русскими воинами воюют уроженцы Абхазии, в том числе жители Гумисты. Имя одного из них хорошо известно всем нам. Это командир легендарной интербригады «Пятнашка» Ахра Авицба. Желаем всем сынам Апсны живым и невредимыми вернуться к своим родным. Пока есть такие люди, земля крутится, и мирная жизнь наших детей гарантирована. Сегодня знаменательное событие не только в жизни отдельного взятого села. 7 мая 2025 года войдет в новейшую историю нашей молодой страны, как символ благодарности потомков воинам-освободителям. Мы открываем не просто памятник в честь защитников. Это целый комплекс, который вобрал в себя стелу в честь погибших ветеранов Великой Отечественной войны, аллею героев, сложивших голову в период Отечественной войны народа Абхазии. Здесь также увековечены жертвы Ладской трагедии, мирные жители Гумисты, чья жизнь была прервана грузинскими оккупантами, а также сельчане, погибшие при выполнении интернационального долга в Афганистане. Предлагаю их память минутой молчания почтить. Данный комплекс включает в себя детские игровые площадки и футбольное поле, что символизирует зеленый свет младшему поколению. Это было целью наших героев. Нам важно передать правду об истинных героях в разные периоды истории, ставших на защиту Отечества. Подрастающее поколение, приходя сюда, будет проходить мимо плит с именами своих великих предков и непременно задумается о том, какой ценой досталось это чистое небо, возможность жить в свободной стране, без выстрелов и без взрывов снарядов. Мы должны и сделаем все, чтобы будущее поколение больше никогда не видели войну, а знали о героическом прошлом из учебников истории. Сегодняшний мирный день приближали несколько поколений гумистинцев. Имена каждого из них мы принесем через года и десятилетия. Хочется пожелать каждому ребенку мирного неба, каждой матери засыпать спокойно, каждому из нас нести в себе память о тех, кто сражался за наше сегодня. Поздравляю всех нас с открытием этого мемориального комплекса. Всем счастья и здоровья. Да будет память каждому из нас. Слово предоставляется президенту Республики Абхазия Гумба Бадре Зурабовичу.
Уважаемый Михаил Александрович, дорогие соотечественники, уважаемые гости, позвольте в преддверии великого праздника, праздника Великой Победы, поздравить всех соотечественников, граждан, которые искренне помнят и ценят великую победу, ценят великую заслугу воинов, воинов-интернационалов, которые защитили свою отчизну, защитили свои народы и дали жить, возможность жить и растить детей. Сегодня знаменательное событие – открытие мемориального комплекса. Здесь открывается комплекс в честь ветеранов Великой Отечественной войны и в честь воинов, победителей Отечественной войны народа Абхазии. Не было бы одной победы, не было бы и другой победы. Это все взаимосвязь поколений героев, которые готовы отстаивать право народа на существование, право развиваться и жить на родной земле. Это очень важно, когда мы сохраняем память о тех людях, которые навсегда вписали свое имя в историю наших народов. Уважаемые соотечественники, все, что мы делаем, это на благо будущих поколений, на благо детишек, которые в том числе сегодня находятся здесь вместе с нами. Вечная слава героям, вечная память нашим героям. Пока мы будем чтить их память, у нас все будет хорошо. Еще раз поздравляю вас с этим великим праздником. Спасибо. Слово предоставляется главе администрации Сухумского района Читанава Алхасу Зауровичу. Уважаемый Бадра Зурабович, Ислам Владимирович, Михаил Александрович, дорогие гости и жители села Гумиста, я сердечно вас всех приветствую на открытии такого важного и значимого объекта в Сухумском районе. Открытие данного мемориального комплекса является возможностью еще раз увековечить память героев, подчеркнуть преемственность поколений, чтобы память, которую воздвигли эти герои, не подлежала никакой ревизии, чтобы будущие поколения знали правду, историческую правду. Еще отдельно хочу сказать от себя лично и от всей администрации большую благодарность выразить Арику Арутиновичу Минасян за тот труд неимоверный, который он вложил в этот комплекс. И за всех тех, кто рядом с ним стоял, кто финансово, кто физически, кто душу вложил в этот объект и создал новый центр притяжения в этом селе. Огромное вам спасибо. Поздравляю всех с наступающим Днем Победы. Желаю вам всем мирного неба и здоровья. Спасибо большое. Слово предоставляется послу Российской Федерации Республики Абхазии Михаилу Александровичу Шугалину. Добрый день. Для меня большая честь выступить сегодня перед всеми собравшимися. Я хотел бы отметить очень важную связь времен. Мы все когда-то жили в единой стране, которая называлась Советский Союз. Мы все до сих пор чтим память тех, кто отстоял нашу свободу и независимость в 1941-1945 годах. Мы также вспоминаем сегодня тех, кто сражался во время Отечественной войны народа Абхазии в 1992-1993 годах. Мы отмечаем, что и тогда противостояние грузинской агрессии носило характер общечеловеческий. Помимо абхазов, помимо армян, здесь сражались и русские.
и русские, этнические русские, и ребята из северокавказских республик, и казаки. Очень важно, что память об этом братстве, боевом братстве, хранится в сердцах и россиян, и жителей Абхазии. И в этой связи мы отмечаем, что эта память сейчас подпитывает бойцов, абхазских добровольцев, которые наряду с россиянами сражаются на фронтах специальной военной операции, и благодаря которым во многом удалось окончательно освободить территорию Курской области. Поздравляю всех с наступающим праздником. Уверен, что и дальше те основы дружбы и те основы союзнических отношений, которые сейчас существуют между Россией и Абхазией, они будут подпитывать дальнейшее развитие нашего многопланового сотрудничества. Благодарю за внимание. Всех с праздником. Слово предоставляется герою Абхазии Матосяну Сергею Владимировичу. Сергей Владимирович, мы вас ждем. Извините, я в последнее время как-то дистанцировался от общественно-политической жизни, и приглашение на данное мероприятие для меня неожиданность. Как говорила моя бабушка, произошло это внезапно. Позвонил Алик Минасян и сказал, что вот ты придешь и, может быть, даже какую-то речь скажешь. Попробую. Я прежде всего хочу выразить слова благодарности тем, кто участвовал в строительстве, создании этого комплекса, этого чудесного памятника, где собраны участники, погибшие и в Великой Отечественной войны, и в Афганской войне, ну и, конечно же, в войне народов Абхазии. Огромное-огромное спасибо всем, кто в этом участвовал. Ну а так как мы находимся в преддверии празднования величайшего праздника 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, хотелось бы особое внимание уделить именно тем событиям. Все мы знаем, какой ценой удалось советскому народу одержать победу над злом, фашистским злом. Мой отец тоже был участником, поэтому я как бы чувствую свою сопричастность именно к тем событиям. В 1945 году казалось, что зло побеждено, но это не так. К великому сожалению, мы стали свидетелями реваншизма. Сегодня ярчайшие проявления античеловеческой политики видны и проявляются в зоне СВО. Я сам был свидетелем тех событий, поэтому могу сказать точно, что с этим злом надо бороться жестоко.
Я дважды пытался попасть на территорию аллеи ангелов в Донецке. Я не смог войти. Я не смог войти, потому что это было не в моих силах. Где только дети. А нам пытаются сказать, что это сопутствующие потери. Как в свое время говорила Мадлен Олбрайт на вопрос, ведь там погибли дети, она совершенно спокойно ответила, это сопутствующие потери. Этого не должно быть. И этого не будет. Я думаю, что будет полная победа. В России есть человек по фамилии Путин Владимир Владимирович. И весь российский народ, да и не только, все прогрессивное человечество, и я в том числе, думаю, что и вы, верим ему и доверяем. И война будет закончена. Надеюсь, последняя. Спасибо. Слово предоставляется участникам Гумистинской средней школы имени Арутюна Чакаряна.
Что такое День Победы? Это гордость всей страны. Это мир над головой. Это значит нет войне. Да будет мир! Нет войне. Уцбах ирхыюис хашхаква, мыройша ипхой тапсынра, ргуашамх арцарит ашлаква, ахырпар гылт у шоура, и учапейт акт духацала, айбашра мацабс адбаджи, агачка днухуан мацабзла, урыспыла акаршра адбаджи. Уара узы картома лагырц, айюзах дзила и тахас, и колом адгил уайнахырц, пасра акум ухт яхзынхас. Mine care jăptum patiți, ein pes jahil, ein pes sirun, baiți aritesa prelena, întamena xangarun. Naim papne hel bari, apsos naran yes chem tesel, tata semeain arțunk nachkin, neramasin hekiatasel. Înkelena vorpes heros, pașt panelis hogen haireni, ah, chiliner paterazma, yesel papik kunenai. Синенький скромный платочек падал с опущенных плеч. Ты говорила, что не забудешь нежных и ласковых встреч. Порой ночной мы повстречались с тобой. Белые ночи, синий платочек, милый, желанный, родной. Белые ночи, синий платочек, милый, желанный, родной. Кончилась зимняя стужа, даль голубая ясна. Сердце согрето, верится в лето, солнцем ласкает весну. И вновь весной под тенистой зеленой сосной мелькнет среди ночи синий платочек, милый, желанный, родной. Мелькнет среди ночи синий платочек, милый, желанный, родной. Помнишь, при нашей разлуке ты принесла мне к реке с лаской прощальной горсть незабудок в шелковом синем платке. И мне не раз снились предутренний час кудри в платочке, синие искры ласковых девичьих глаз. Кудри в платочке, синие искры ласковых девичьих глаз. За них, родных, желанных, любимых таких, Строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих. Строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих.
41-м, 45-м был мой дедушка солдатом. Защищал он край родной под Смоленском и Москвой. Есть у дедушки награды, и рассказывал он мне, как сражался на войне. И как лично генерал орден дедушке вручал. Вот какой мой дед, друзья, не любить его нельзя. Mega inner, mega yota, mega irek. Mannak mantin aron zanoch irek moncher. Jahel mera ergu dari arach merat, heina lelaf, kalechagach garif kanats. Eştalnikam pattavitsaf irek monchun, tak baknets, osya taraf uydzanognun. Hayri, mayri, tsezi teslum yetkom nadak. Իրեք մոնչես ըլին տուղծիր թևերունդակ։ Էլ ետ չգավ գրվնսողը, կնած գորավ, Ալլայ մեկետ էրգունամակ դունը հասավ, Մեգին նեսը կրած ուներ, թվոնք դվին, Միգելին նեսը չապրաստ կրով, գեշտոնք հայսնիկ։ Էդ հայսնիկը կերջին գլեր նեմեցնուն տեմ, Հազարավոր հեի դղեք ընգոն ընտեղ, Վեյնրոն ծոտք, վեյնրոն ծերք, դուն էգոն։ Իմ բաբուգս գորավ ինտեղ, իզով, թոզով։ Наше праздничное мероприятие продолжается. Песня «Журавли». Нехай
помните, через века, через года, помните о тех, кто уже не придет никогда. Не плачьте, в горле сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте достойны, вечно достойны. Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной, каждой секундой, каждым дыханием будьте достойны. Люди, покуда сердца стучатся, помните, какою ценой завоевано счастье, пожалуйста, помните. Песню свою отправляя в полет, помните о тех, кто уже никогда не споет, помните. Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили. Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили. Во все времена бессмертной земли помните, к мерцающим звездам ведя корабли, о погибших помните. Встречайте трепетную весну, люди земли. Убейте войну, прокляните войну, люди земли. Мечту пронесите через года и жизнью наполните. Но о тех, кто уже не придет никогда, заклинаю, помните. И в завершении армянская община благодарит Карбашяна Самвела Маркосовича,
за участие в строительстве мемориального комплекса и многоцелевой спортивной площадки в селе Гумиста Сухумского района. Инфраструктура комплекса будет служить нашим детям и внукам многие годы, сохранять память и уважение к защитникам Отечества, воспитывать здоровое поколение. Желаем крепкого здоровья, благополучия и мира в вашем доме. Карбашян Самвел, можно вас? Так, давайте дальше я зачитаю. Благодарность Абрамяну Акопу Гарачевичу. Потом можете забрать. Благодарность Кесяну Артуру Хайковичу. Благодарность Пашяну Самвелу Андраниковичу. Благодарность Копачевскому Сергею Васильевичу. Благодарность Минасяну Сергею Хамбарцумовичу. Благодарность Русян Артуру Рафаэловичу. Авджан Карапету Арамовичу. Благодарность Пашяну Георгию Андраниковичу. Благодарность Данешину Николаю Викторовичу. Кесяну Хамаяку Меликовичу. Оганяну Альберту Эдуардовичу. Магаряну Ефрему Манацакановичу. Кесяну Сейрану Хайковичу. Казанджану Миграну Суреновичу. Ичмеляну Сетраку Гарекиновичу. Мартиросяну Руслану Карапетовичу. Дашяну Геннадию Ервантовичу. Боджоляну Галусту Аванесовичу. Свижба Мурману Шотаевичу. Смыр Инару Юрьевичу. Спасибо всем. На этом наше прекрасное мероприятие подошло к концу. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы порохом пропах. Это праздник сединою на висках, это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Ни ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Ни ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли.